Друзья, всем большой привет. Как мы видим, сегодня на льду не один. Со мной Александр Мальцев, мой друг, гость из Сыктывкара. Приехал на печорскую рыбалочку. И сейчас посмотрим, какая у него рука, счастливая, несчастливая. Прошлый год он уже привез морозы, сегодня что-то пока морозов нету. Сейчас глянем. Прошлый год наловили неплохо рыбки. Килограмм 40-то поймали, да, наверное? Что-то так. За 3 дня. Сейчас посмотрим, как у нас дела пойдут в этом году. Первая палка. Та-дам! Давай трешечку сразу. Хрен, походу. Нет натяжки, да? Первый живец на месте. Облет цепляется. Ага. Цепляется облет. Второй живец на месте. И третий. Ну, натяжки нет, да? Нет. Тоже облет цепляется. Это надо сейчас палочку, какую-то выручалочку, чтобы отцеплять. Пока Сейчас разберемся. В общем, первый блин комом. Сейчас наживляем, отпускаем. Сегодня пока не доехали, пока встреча, ужин, обед. Зимний день короткий, приехали немножко поздно. Ну ничего страшного. У нас 3 дня, да, Саш, впереди? Да. Так Надеюсь, что все хорошо. вся рыбалка у нас еще впереди. Кстати, это хорошая примета. Если первая палка пустая, значит впереди ожидает хороший улов. Это вчера вот так было. Сначала пусто, а потом бац-бац и в точку. Так что, я так думаю, сегодня рыбу мы еще увидим. Так, Санек пошел за веточкой, потому что цепляется об лед. Приготовил очередную лунку и... Ладно. Одну палочку проверю сам, Саш. Вот опять зацепилась об лед. Натяжки нету. Видно, что натяжки нет. Опа, а крючок-то пустой. Кто-то был и сплыл. Вот опять второй крючок тоже об лед зацепился. Саня сейчас принесет веточку. Ну тоже походу рыбы здесь нет. Так, надеюсь, видно. Так, вот так вот, наверное, точно видно. Вот так вот, да? Видно. Вот, целая рогатулина. Маленькую веточку надо было. Вот такой вот. Капитальную ветку. Лед-то тонкий. А перспектива? Не, надо маленькую веточку. Ну ладно, принес. Вон. Одного малька свистнули. Второй и третий на месте, но подохли. Так что меняем, ставим живых живчиков. Саш, подойди сюда. Чуть-чуть пошире надо. Тут даже чуть-чуть вот так вот, хотя бы вот так вот. Немножко. Проверял бы, я сам бы отдолбил, сам проверяй, я тебя снимать лучше буду. Я-то еще успею нарыбачиться, а вы за 3 дня-то... О, ну не, это не надо, вот эти края только что, вот, да, во. Лунка, слушай, не долби, все, хорош. Это, главное, чтобы оно потом потихоньку само размоет лунку, а края вот это. Все. Ты давай занимайся пешней, ой, этим черпаком, а я буду сам потихоньку, не потихоньку, а это, вот так вот снимать буду тебя, как ты будешь рыбу ловить, как я рыбу ловлю. Видели не раз уже, еще ни разу видят, а как ты, это редко, раз в год, по крайней мере на зимней рыбалке.
Так что давай, вытаскивай. Вот тут только палку вот эту. Она прижимает, за нее вот так вот сделай, потом обратно облокоти меня. Потому что тут вода падает, сантиметров 10-15 уже упала. Так. Положили. Натяжка есть? Нет. Нету? Ну, это живой. Пойдет. Ну, пока вытаскивай. Что, опять зацеп? Ничего. Этот вытащили. Живой. Второй тоже живой. И третий, ну-ка, тащи третьего. Третьего украли. Но кто-то, значит, был. Пока пусто. Так, еще одна луночка готова. Убираем поддержку. Вот. Так, потом поставим обратно. Погнали. Погнали наши городских. Что, тащит? Да. Течение хорошее. Нет натяжки? Нет. А Ну. что-то есть. А, дрищ пакет. Ну ладно, оставим его на живца, оставь просто на снег-то. И все, да? Все, да. Ну пока пусто. Ладно, все, обратно. Кидай, все живые, нормально, нормально. Все живые пойдут. Завтра здесь трофейного возьмем. Мелкого налима любит налим. Крупный. О, все нормально. Поехали. Что-то вроде крутануло. Есть натяжка? Что-то есть. О, я смотрю, крутануло, да. Вот он. Ну, дрищ пакет этот. А там дальше Дальше нет. нету, да? Или есть? Не дергает ничего? Нет. Ну все, живцы на месте, отпускай. Все на месте, все живые. Увидимся завтра. Давай, пока. Ну, пролезет уже, пролезет. Килограммовик точно пролезет. Или ты хочешь 5-килограммового вытащить? Даже не мечтаю. Бабам. Ну да, на глубине тут или семга, или нельма. Не меньше. Раз бы хоть поймать. Батя говорил, ловил на зимней рыбалке. Семку один раз за всю жизнь и нельму один раз за всю жизнь на мальке. Что, нет натяжки? Тишина. Ну, живой. Живой. Нет, да? Нет, нет. Ладно. Этот вроде тоже живой. И тот. Ну, пока пойдет, кидай. Есть куда попасться. Два живых есть, и тот почти живой. Неудачное место. Будем менять, если дальше так будет продолжаться. Не теряем надежды. Надежда, заходи. Надежда. Так. Ну-ка, 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 ну-ка. Какая же ты... Так, крутанула вроде, да, нет? Есть натяжка? Да. Есть, да? Конечно, облет. Облет? А так что, не чувствуется? Вроде там есть натяжка, нет? Что, палочка? А палочка, это Удобная палочка. что там оставил? Да. Я думал, корыто нет. Нет натяжки, да? Ну-ка. Где там она? А, нету, нету. Пусто. Перекур разрешил мне проверить одну палку. Сейчас посмотрим, повезет ли мне. Письмецо в конверте. Погоди, не рви.
Не везет мне в смерти, повезет в любви. Не, мне тоже не везет. У меня тоже пусто. Не на месте, продольники не на месте. Будет время, надо будет переставлять. Не туда переставили. Малек живой, второй живой. Может быть, здесь будет ловиться, только когда вода еще упадет на полметра хотя бы, течение не будет так колбасить, может, рыба подтянется. Так, этого дохлого меняем. Ладно, подождем. Разрешил мне еще одну палку поднять. Все равно, говорит, ничего здесь не ловится у тебя. Потом, говорит, на рыбном месте я попробую. Ну да, Санька был прав. И здесь никого. Так. Ну-ка. Что, есть хоть натяжка? Нету? Есть только тина. Пришел. Живой пойдет Ой, еще. живой. Опять нету натяжки. Вижу, что нет. Ладно, пошел дальше долбить. Дохлые мальки меняй, если дохлые. Или живые. Когда трясешь, скажи, живые, да? Нет, и этот второй-то точно живой? А третий застрял, да? Да бог с ним, завтра поменяем. Давай, кидай, хрен с ним. Не будем отвлекаться на них, если рыбы все равно нет. Ладно, пошли дальше долбить. А, все, две палки осталось. Две поставлены. Ну вот здесь на двух палках что-нибудь да все равно поймаем. Ну не может быть такого, чтобы вообще на переставленных палках не было ничего. Лунки не раздолблены. Эти лунки переставлены экспериментально, но был же вот здесь налим. Даже вот здесь, вот именно на этой палке был налим. По 3 килограмма, наверное. Позавчера. Че он, бля, позавчера здесь плавал, а сегодня что? Не можешь проплыть, что ли? Все, давай вытаскивай. Я даже камеру с лба скину, чтобы поближе запечатлеть эту красоту. Другой? Янчика Дан. Петр Павел, рыбный бог. Дай нам налима килограмма на 3. Давай, тащи, а то протухнет. Тащит. Так. Есть? Что, опять нету? А в ответ тишина. Барабука. Крайняя палка у нас на новом экспериментальном месте. На этот раз пока ничего интересного. Что-то тут, ну, или здесь, или нигде. Если здесь нету, пойдем на наше рыбное место. Зря мы оттуда переставляли, все-таки там рыба ловится больше. Тащи, давай, Саш. Если здесь не поймаешь, будешь там ловить. Всю ночь? Да. Ну, здесь-то, наверное, есть уже. Есть натяжка? Нету. Вижу, что нет. А, была рыба. Видишь, крючок пустой. Что-то было. Второй пустой. И третий, походу, тоже пустой. Была рыба, но ушла. Завтра будет. Запомните этот палку. Вот, смотрите. Крестик нарисуем здесь. Алибаба. Здесь рыба будет. Завтра. Только завтра. Так, ну вот, приехали на наше рыбное место, которое порадовало вчера нас крупными налимами, которое дало, вот, которые ты палку долбишь, а нет, на следующей вроде бы, 2 хариуса сразу было на следующей палке, где место, где есть харюза, где есть налимы, где есть язи, и начали проверку прямо
с крайней палки, которая возле берега. Потому что, чтобы поднять настроение, потому что на переставленных ни хрена не было. В общем, начинаем. Так, надеюсь, видно. Приступаем. Саша говорит, начинай сам. Моя очередь, будем проверять через палку. Ну, ты угадал, Саша. Первая палка пустая. Но кто-то был. Средний крючок. Главное, первый малек целый. Последний тоже. А средний крючок кто-то свистнул. Ладно. Завтра, я надеюсь, будет другая картина. Так. Ловись, рыбка. Мала и велика. Температура у нас минус 2 градуса. Сегодня обещали морозы, но, видать, они будут немножко позже. Что-то начало подмораживать вчера. Как начало, так все закончилось, опять потеплело. Пошел. Давай, Саш, давай, тащи. Так, а там эта бутылка, аккуратней, с живцами. Вон, аккуратно вытащи сначала бутылку на лед, а потом уже тащи рыбу. Есть натяжка? Что-то есть. Отлично. Первый крючок пустой. Маленький налимчик. О, и нормальный налимчик. Кулома, да? Ага. Вот это уже съедобный. А этого оставим на живца. Генцикаден? Генцикаден. Вот этого уже можно пожарить. Смотри, уже окочурился, заглотил. Я говорю, это место намного лучше, чем то. Нет, да все равно кормит. Заглотил до желудка и больше суток не живут. Вот вчера вечером я проверил, а сегодня уже. А этого оставляем, пусть он болтается, приманивает. Может, на него клюнет трофейный, что вчера мы уже увидели. 2 налима, 4 килограмма и 2,5 килограмма клюнули именно на мелкого налима. Так что мы его даже не пытаемся снять с крючка, потому что если мы снимем, он повредит себе глотку и подохнет. А так он будет болтаться до тех пор, пока его не увидит дедушка. Это мои маленькие, я тебя скушаю. Все, ловись, рыбка. Трофейная. Так, все, подожди. Сейчас уйдет сначала. Сейчас утащит. Ну, тащи. Все, утащит, все, теперь пихай. Господи, благословен. Продолбил. И вчера здесь было 2 хариуса на одной палке. Че, мне проверять? Через одну будем? Давай попробуем. Хариус. Сегодня, походу, нету хариуса. Сегодня хариуса не проплывали. Ну. Японский гордовой. Мелкий налим сегодня проплывал здесь. Шпингалет. И 2 крючка пустые. Кто-то съел. Может быть, и харюза. Так, ты плавай. А сюда наживим мальками. И вновь продолжает с тобой. И палка удачно хрустит. Налимчик такой молодой. И Санька его не поднимет. Кина есть. Ну, был налим, видишь? Не кандалаки. Нету, да, натяжки? Ну, Вася. Пусто. Кулома, все менять надо. Опа-на. Все. Ну да, как-то так. Санька у нас отличился. Утопил пешню.
Так, там ты поднимал, да? Надо хоть отметить, какая палка-то это у нас. Видишь? 5-я. А вон с этой. Нет, утопил 6-я. Где утопил здесь? А? Где утопил здесь? Да. Будем искать. Бывает. У меня уже... Я сам, наверное, ни одну пешню не утопил, но мои пешни уже, наверное, штук 5 точно утопили. Я вот так вот несколько раз наматываю, и потом вокруг пешни еще, и, но даже если соскользнет, все равно у тебя остается на руке. Просто так, чтобы она болталась на большой петле, смысла нету, она у тебя раз и сойдет все равно. Вот Ну, а вот видишь, я вот раз, два, три, 4, 5, 6, все, у меня тут как бы скручено получается. И потом только держусь за пешню. Даже если соскользнет с руки, она все равно повиснет и это. А так вот просто, чтобы петля болталась, типа, ну, на это не получается немного. Тем более сегодня лед не толстый, можно пешни. Не, здесь пусто, тоже пусто. Что-то сегодня, вон, нет. Вот опять шпингалет. Шпингалет. Один крючок пустой, кто-то украл. Ладно, шпингалета оставляем. На приманку. Сейчас подожди, Саня, под камеру поднимай. Там на пешню, наверное, уже налимы сбежались. Бывает. Бывает, от этого никто не застрахован. Так, поднимай свою пешневого налима. Здесь, да, вот пешня? Приманка. Приманка, да. Завтра будем доставать, как-то пытаться. Глубоко еще здесь, ну-ка, сколько здесь? Метр, 2, 2,5 где-то, наверное. Честь. Григорьевич как-то утопил фонарик. Тишина. Но съели. Пусто. Пусто крючок. Второго погрызли, тоже что-то дохлый. И третий шпингалет. Оставляй шпингалета, пусть болтается. Сейчас поменяем. Что, ты поранил руку? Тоже кровь идет. Ну, бывает. Григорьевич как-то утопил фонарик, и он попался на крючок, представляешь? Да. Да, на крючок вот этот. Мы хотели... Песня не попал. Пешня не попалась, но может попадет-то еще. Сейчас закинем, завтра может поймаем. Нет, так будем искать, веревка-то есть. Будем как-то пытаться ловить. Если нет, так придется тащить поисковый магнит. Магнитом как-то. По-любому надо будет его поднимать. Это сколько лет этой пешне уже? У меня такой пешни другой нет. Самая лучшая пешня у меня была. С Якутии Серега Воробьев мне уже лет 5, наверное, обещает якутскую пешню отправить и якутский нож. Ну, ждем. Каждый год звонит и говорит: привет, Серега, если смотришь. Я у тебя не просил, ты сам обещал. Ну, мужик сказал, мужик сделал. Все равно отправишь, буду благодарен. Попробуем, как долбить якутская пешня. Ковим пешню мы сегодня утопили. Видишь, можно же без пешни ковырять. Лед-то еще, морозов-то толком не было, там корочка буквально. Где налим-то? О, есть, здесь есть. Здесь вроде бы есть. Или что-то дернуло, непонятно. Или просто сама палка. Не, сама палка. Хотя что-то небольшое, дрищ-пакет какой-то есть. Крючок пустой, второй пустой. Третий пустой. И вот такой. И вот такой. И не живец. И заглотил. Что с тобой делать? Вон, куда тебя? Вон, брюхатый какой, с икрой. Вот маленький налим, а уже с икрой.
Ну, возьмем да пожарим, что теперь. Мелочь пузатая. Чтобы мне не писали в комментариях, почему ты не отпускаешь, что тебе жрать нечего. Смысл отпускать, если он заглотил до желудка и повредил что там себе. Не вижу. Не вижу смысла, все равно он подохнет. Так что забираем. И на живца его не оставить, потому что он слишком большой. Крокодилы у нас в Печоре не водятся. Так, Санек, твоя очередь, давай. Не могу вытащить. А? Помоги. Справишься, подкачаешься, если что, вытащишь. Есть натяжка? Опять дрищ-пакет? Или зацеп? Живой. Что-то дергает, вижу. А, дрищ-пакет. Оставляем. И нормально. Все, отпускай всю троицу обратно. Пусть ловят трофейного. По крайней мере, справа вот рогатка. Вчера там был 4-килограммовый налим. Сейчас посмотрим, что там будет. Вот место то же самое, камни. Вот на завтра вот на этого налимчика может уже клюнуть большой. Может быть, поможет. Потом, если что, лопаты снегом прижмем вот так, чтобы не уплывало. На обратном пути, если что. Надеюсь, не унесет. Ну тут на течении, вот здесь вчера был 4-килограммовый налим. Сейчас посмотрим, попадает ли снаряд дважды в одну лунку. В одну лунку. Не, сегодня ничего не дергает. Вчера прямо сразу шандарахнуло, слышно было. Сегодня пусто. Но и крючок пустой. Кто-то был, кто-то украл именно с большого крючка. Вот эти два нормально. Ой. Тут не знаю, ну ладно, вот этот живой точно. Завтра поменяем. Пусть клюет на живых. На дохлых любой дурак попадет. Ой. Пусть клюет на дохлых, вернее. На живого любой дурак клюнет. Что-то сегодня Санек-то грешил, наверное. Сейчас проверим, до конца видно будет. Ну, пошла моя очередь. Ну, навряд ли на этой палке что-то есть. И точно, никого. Барабока. Надо будет также снегом все присыпать, потому что, видишь, колбасит. Надо прижимать. Хотя вода и падает уже, но все равно еще до сих пор она глубина есть и течение сильное. И палки недостаточно тяжелые. Че, нет? Нет. Ну смотри, крючок пустой, кто-то был. Что, опять цепляет, да? Нет? Зацепил. Что, все тоже нет. Никого. Да. Ты налима сегодня будешь, нет, ловить? Буду только язя. Язь. Рыба моей мечты. Так, есть? Ёршкулома. Че, нет? Не вижу, что натяжки нет. Барабока. Да? Или есть? Нету. Нихуя нету. Ставь скуломащ. Нет, вот средний живой. Барабока. Так, пока Санек курит, мы тут потягаем налиму. Рогатки — это удачные палки. Но, наверное, только возле берега. Да
Даже какая-то натяжка, что ли, есть, блин. Что-то небольшое доклюнуло, что ли. Охренеть. Не прошло и полгода. Это вот такая шпингалетина. Ну, жаренок, да? На сковородку пойдет. На грани исчезновения уже. Шевелится, но очень-очень вяло. Скоро будет кулома. Потому что заглотил. Есть. Еще рыба в этой луже, как говорится. Не такая, конечно, которая бы хотелось, которая вчера была. Но, как говорится, не всегда коту масленица. Опа! Сломали крючок. Ну, короче, в кишках крючок остался, Саш. В желудке часть крючка осталась. Завтра надо будет крючок взять, поменять. Так, тут еще живой. И этот тоже живой. Ладно, увидимся завтра. Че, опять я? А зря, тут, наверное, налим килограмм на 50. Если 50, он в лунку не влезет точно. 50 таких налимов не бывает. Ага, 250, блин. Ну, наконец-то. Санька готов. Чё? Так, держит так? Да. Офигеть. Так, так, так. Ну-ка, ну-ка. Не, натяжки не вижу. Вот тина попалась. Ты плохо подготовился. Плохо, Сань. Что тина попалась? Тина и скотина. Мы нам с этим же скотина. Знаешь, да, такой анекдот? Моя жена, говорит, такая изящная, как лань. Француз говорит, немец говорит, а моя, говорит, такая красивая, как косуля. Коми думал, а мы нам такая же скотина. Живой, Ань, живой, дышит же. Я же видел, он шевелится. Кидай. Искусственное дыхание пусть делают. Два эти точно шевелятся. Есть место. Живцо, потому что он осталось уже тю-тю, ля-ля. Не пойдем сейчас за живцами. Есть же шанс. Ваша палка готова. Там. Моя палка готова? Ну, пойдем. Поднимем палку. Обычно говорят, кинем палку, а мы поднимем палку. Ой. Кинул палку, кинул две, закрутилось в голове. Ага. Ну, такая же история. Ничем не удивил. Есть еще там кулома. Менять надо, второй пустой и третий живой. Короче, кто-то же здесь плавает. Кто-то плавает, но не по нашу душу. Ну так. Что это значит? Ну, значит, она на рыбном месте. Вот жизнь-то ее скрутила, когда палку эту. Что есть? Что-то есть. Вижу натяжку, да. Что-то должно быть. На кривую палку туда. Что, еще и зацепился, блядь? А? Че? Или тина? Тина и скотина. Еще что-то, да, есть? Еще раз палочку. О. Короче, скотина с тиной. Тина со скотиной. Кулома поменяем. Да. Ты просто был весело. В кавычках.
Что там все, да? Не, еще есть. Есть? Я шучу. Ну, трофейного нет, это здесь точно. Ну, что-то небольшое есть. Что-то наконец-то клюнуло. Не знаю, дойдет, не дойдет. Но что-то дергает даже. Так. Потащил вверх по течению. И зацепился об лед. Ящ, что ли? Нет, вот такой вот. Ну, небольшой. Но на безрыбье, как говорится, и рак рыба. И на этом спасибо. Да? Сегодня... Так. Все равно ты не жилец. Заглотил. На сегодня самый крупный, да? Пока да. С ума сойти. С ума сойти сегодня. Ну, еще есть несколько палок. Может быть, все-таки улыбнется нам удача. Я надеюсь. Надежда умирает последней. Вот такая колбаса. Полукопченая. Ну, на пару жарех уже будет. Ну, теперь ты тащи. Ниже, ниже палку бери, ломай. О. Также будет надо засыпать все, чтобы не вырывало течением палки. Не вижу, что ничего интересного, да? Ну, заходи. Ну, в общем, без натяжки, да? Да. Барабука. Раз живой, два живой. 3. Можешь отпускать уже. 2 живых есть, там 3 тоже, наверное, живой. А? Да и бог с ним, кидай. 2 живых живца есть куда попасться. Там у нас живцов потом до конца не хватит. Осталось-то уже 3 штук 6 живцов. Не будем же сейчас за живцами идти. Санька дал добро мне поднять. Говорит, поднимай свою пустую палку. Посмотрим. Что-то даже небольшое дрищ-пакетовское есть. Ну, такой же жаренок небольшой. Маленький, говнистый. Во-первых, заглотил. Забираем. До глотки. Смысла его отпускать нету. А на живца он большой для живца. Так что забираем. Жду комментариев. Зачем таких маленьких налимов берете? Нормально. Мы маленьких налимов не ловим. Мы ловим больших. Это их проблема, что они попадают. Все, до конца почистил? Да. И пешня не нужна была, да? Так. Так что зря ты чукал. Я же говорю, когда можно лопатой, пешня только мешается. Это когда долбить надо, да, а сейчас-то что долбить, морозов толком не было. Ёршик кулома. И отпускай. Так, подожди, траву сразу беру, это тоже живой еще. Ерша поменяем сейчас. Пускай.
Пока пусто. Но все-таки чуйка у меня есть, что крупный налим будет сегодня. Его не может не быть. Тащи, а то протухнет. Ты сегодня будешь, нет, налима ловить или баловаться будешь, а? Палки тяжелые. Палки тяжелые. Есть натяжка, нет? Что-то мелочь какая-то есть. Мелочь. Пришел невод. Ну, как мелочь? Такой же. Нормальный. Полкилошка точно будет, как минимум. Так что пойдет. Не качеством, так количеством наберем. На пару сковородок точно уже есть. Даже на 3, наверное, сковородки уже, да? Так что без жарёхи мы сегодня не останемся. Будет свежатинка вечерком. Так, у нас остался один живец и последняя палка. Что, не даешь добро? Да? Ну. Так. На-на-на-на-на. Тан-дан-дан-дан. Налим тани ола. Налим тани ола. Чуть горшас, а не налим. Налим тани улас. Был налим, на этой палке-то попадало стопудово. Тут даже 2 налима было. Но не на этот раз. Тут зашуговано. Видишь, как зашуговано. Все цепляет куда-то, цепляет. Вообще цепляет. О, вот это налим. Я же говорю, налим сейчас попадет. Кулама, конерей. А если бы 5 минут ты плясал с бубном? Да, он бы успел вырасти. Этот навряд ли вырастет уже, он, кулама. Так, ну что мы имеем? Саш, несчастливый ты грешил, наверное, в Сыктывкаре, прежде чем на рыбалку приехать сюда. Что мы сегодня имеем? Да ни хрена не имеем. Мы имеем вот такую вот мелочевку. 1, 2, 3. Ну этих-то нормально еще. Этих хоть можно пожарить. 4, 5. Кулама 6. Вот это тоже нормальный. 7. 8 штук. Ну, 3 сковородки будет по-любому. Будем надеяться. Ну, что теперь? Как говорится, вот эти 3-то нормальные еженьки, а эти молочные вообще. Но тоже съедобные. Никто не виноват, никто их заглатывать не просил. Сами виноваты. Этот кулама, так бы можно было на живца оставить, а вот эти на живцов уже как бы крупноваты. Вот такие вот маленькие на живцов самые то. Ну, нет у нас сегодня крупного налима, язей почему-то нет. Ладно, завтра будет день, будет пища, да, Саш? Да. Будем надеяться на лучшее. Так что на сегодня пока все. Грустная проверка сегодня. Завтра... Да будет налим, да будет хариус, да будет рыба, да будет хороший улов. Встречаемся завтра.